Процессов, которые шли параллельно и были связаны друг с другом, это образование якутской автономии. И вот, например, Декларация прав и обязанностей трудящихся Якутской Советской Социалистической Республики. В выставочном зале Российского государственного архива социально-политической истории представлены документы столетней эпохи. История Якутии языком архивных документов – это переписка Амосова с Лениным, рукописи докладов, записок, обращений Платона Юнского, решений партийных органов с визами первых лиц СССР. Сегодня мы получили уникальный подарок к нашему столетию нашей республики. Это историко-документальная выставка. К этому проекту мы готовились действительно уже больше года. Выявлены новые документы, уникальные документы, которые еще не видели, в принципе, никто ни из историков, ни из архивистов. Поэтому я думаю, что выставка достаточно уникальная. Здесь очень большой комплект документов по Тунгусскому восстанию 1925 года. Как она была ликвидирована. Это восстание было прекращено мирным способом. И кто сыграл главную роль? Огромную сыграли, конечно, все руководство республики, Амосов, да, Барахов, Изидор Никифорович. И Платон Юнский тоже в свое время сыграл свою, да, позитивную роль. Отдельными стендами представлены рассекреченные шифрограммы, выписки из протоколов заседаний Политбюро по трагическим событиям периода гражданской войны в Якутии 20-30-х годов, а также подлинники документов о репрессиях представителей национальной интеллигенции. Авторами шифротелеграмм были Амосов, Барахов, Аюнский, то есть вот отцы-основатели Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Здесь же можно увидеть связанные с Якутией документы, автографы Ленина, Сталина, Маленкова, Молотова, то есть Жданова, то есть всех руководителей советского государства. Выставка архивных документов будет работать в Москве до 20 мая. Ознакомиться с экспонатами можно онлайн через интернет-проект, содержащий электронные копии документов на сайте Российского государственного архива социально-политической истории. Электронная версия будет представлена на сайте нашего архива, виртуальный тур. В рамках виртуального тура любой желающий сможет посмотреть в удобном для него, так сказать, измерении, формате эти документы онлайн. После того, как выставка здесь закроется в Москве, после 20 мая мы передадим Национальному архиву Республики Саха-Якутия, чтобы все жители уже смогли непосредственно в республике ознакомиться с этими документами и увидеть их. После открытия выставки состоялась научно-практическая конференция на тему «История Республики Саха-Якутия» с участием федеральных и региональных историков и архивистов. Туяра Константинова, Олег Южилкин, Москва.